Здравствуйте, дорогие друзья и зрители канала. С вами я, Лара Володина. Сегодня мы показываем приветы из дома от недавно уехавших хвостиков. Кадры, которые греют душу и не дают впасть в уныние, опустить руки на фоне финансовых проблем. Благодарю вас за то, что вы с нами смотрите, лайкаете, пишете комментарии. Благодарю за вашу отзывчивость и милосердие. Рыжая девочка Джулия. Спасали ее в пургу, в лютый мороз. Не с первого раза удалось завоевать ее доверие. И оставаться ей было холодно, и боялась она, и у нас сердце сжималось. Ну как забрать ее друзей, а ее оставить? И буквально за секунду было принято решение: грузим и ее. Вот так за компанию была спасена эта рыжая девчушка. Вот что значит судьба. И судьба ей быть уже в семье. Мартин. Этот подросток бегал по улицам Якутска в поисках еды и человека. С обрезанными ушами, значит, успел побыть чьим-то домашним и быть уже выкинутым как раз перед зимой, началом морозов. Его подкармливала одна добрая женщина, одна. И одна она переживала за него. Уж больно он был хорош и мил ее сердцу. Он и правда оказался с золотым характером. Она обратилась ко мне, не возьму ли я его на кураторство. Взяла, не удержалась. Он мне ведь тоже нравился. Объявление о нем я видела. Но по классике жанра писать объявление о пристройстве в Якутске бесполезно. Там никто никому не нужен. А если редко и нужны, то строго на цепь с охранными качествами и так далее. А наш малыш, посмотрите, какое чудо, создан для любви, для игр и позитива. И именно такую семью мы ему и нашли. Нэнси. В конце 2019 года эта большая собачка была привязана к забору передержки в городе Якутске. И вскоре она прилетела на мое кураторство. Прожила 1,5 года на передержке. А вот сейчас мы радуемся, получаем приветы из дома. Спасибо семье, которая ее приютила. Спасибо всем добрым людям, которые откликаются и берут собак.
Мы также и снова получаем приветы от Рекса. У него все хорошо, он счастлив, ведет активный образ жизни. Среди лошадок, среди индюшек, реки, озера, природа. У него все замечательно. Судьба сложилась, жизнь удалась. Ну а мы радуемся за него. И дай Бог, чтобы всем нашим хвостикам также повезло. И еще одна счастливая история о малыше Люке. Его подобрали в Якутске. В лютый мороз замерзал, бежал вдоль дороги по обочине. Того, гляди, попал бы под машину. Забрали его. Жил на передержке, на моем кураторстве несколько месяцев. Ну, а теперь счастливо живет в семье. Его любят, можете сами посмотреть. Он счастлив. Порадуемся за него, за нашего малыша Люка. Дай Бог, как можно больше таких счастливых историй. What happened? Who's in trouble? Luke read my journal. I told you it wasn't me. No, I'm gonna kill you. Haley, calm down. Wait, you're not even gonna yell at him? That was private. Oh, please, the most shocking thing in there was your spelling. You... Джесси – это девочка, спасенная из усыпалки, из ППЖ Якутска. Она долго просидела на передержке, как-то не везло ей, никому она не приглядывалась. И совсем случайно, даже неожиданно, нашу Джесси выбрали. И живет она сейчас в Швеции, очень счастливо живет. За 2 года, что она была на моем кураторстве, но никто ни разу не хотел ее взять к себе. И вот радуемся за нее, видим, какая она умница, какая она понятливая, исполнительная. Все у нее получается, она слышит человека, слышит хозяина, учится командам, многому чему она научилась за это время, что живет в семье. Радуемся, что наша малышка также счастлива.
Мася. Эта девочка приехала на мое кураторство из Нальчика еще год назад. Почти год она прожила на передержке. Собака большая, а значит очень тяжело пристраиваемая. С большими все сложнее, она под 50 килограмм. Но, слава богу, и ей нашлась семья в Европе. Спасибо всем, кто не просто любит собак на расстоянии, а берут во что бы то ни стало и несут ответственность, да еще занимаются, балуют и просто любят. И вот такие приветы радуют душу. Спасибо всем, кто помогает, спасает, участвует, любит, заботится. Спасибо, друзья.